Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. В вашу жизнь идут срочные перемены. Узнайте, когда и в чем произойдут. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие срочные перемены идут в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие же срочные перемены идут в вашу жизнь. Так, ну здесь две больших перемены, они сразу прорисовались, их очень четко видно. Две большие перемены. Одна перемена говорит о том, что вы столкнетесь с лицом врага, прям впрямую столкнетесь, бояться этого не нужно. Наоборот, это большой плюс, потому что наконец-таки обнаружите, кто вам мешал. И я вижу, что с этим человеком у вас прям борьба случится, борьба достаточно неожиданно. Знаете, как вот человек очень долго прикидывался вашим другом, вашим приятелем, там, не знаю, хорошим добрым начальником, прекрасным соседом, либо, не знаю, там, любящим родственником, да, то есть все может быть. И этот человек долго играл, очень долго играл. На самом деле острые дела, острые мысли. И будет именно ситуация, когда вы человека просто на горячем поймаете. На горячем. Что-то этот человек будет делать лихое в сторону вас, и вы его за руку поймаете. И в этот момент вы увидите истинное лицо этого человека. Этот человек не будет отрицать, этот человек не будет идти на попятную, а прям таки может вас ошарашить тем, что в лицо вам все выскажет. Выскажет все свои обиды, все свои претензии, там еще кучу всего напридумывает, наговорит вам. Главное, чтобы вы не растерялись. Здесь очень важно не пойти на попятную, очень важно не растеряться. Вам придется быть стойким человеком, вам придется быть, ну даже может быть в каком-то моменте жестким человеком и даже может быть безжалостным. Этого, скажем так, крадуна, потому что этот человек реально ворует ваше время, ваши ресурсы, ваше счастье может воровать. Понимаете, нужно просто будет за шиворот, да, вот так вот прям взять и выставить за дверь раз и навсегда. Ну, достаточно жестко вам придется поговорить, и я вижу, что победа все-таки будет на вашей стороне, противник будет повержен. И знаете, после этого у вас, во-первых, пойдет улучшение по состоянию здоровья, потому что вы, вот только отнеситесь к этому правильно, энергетически человек, ну, скажем так, с вами подпитывался, да, с вас тянул жилочки, с вас тянул энергетику. Как это происходило? Здесь у человека какой-то вот грязный рот и черный глаз. Человек постоянно с вами общался, постоянно вам что-то говорил. Либо жалостливые какие-то истории рассказывали, либо наоборот какие-то, которые вызывали в вас, ну, негативные эмоции, агрессию. И когда вы жалели, вы раскрывались. Когда вы негативили, вы тоже раскрывались. Человек постоянно вами питался. Человек в прямом смысле слова мог что-то ваше забирать, что-то у вас подворовывать. Мало того, когда вы от этого человека избавитесь, 100% найдете какого-то крадуна, который этот человек оставил. Потому что человек, ну, в принципе, лихой, понимаете, лихой человек, который мог, ну, даже не попрезгивать, не знаю, какими-то там магическими ритуалами. И все могло быть, да? Так что можете вы найти. И если найдете вещи от этого человека в доме, ну, прям не поленитесь, сожгите. Сожгите, либо, ну, лучше, конечно, сжечь все-таки. Лучше сожгите. Вот, потому что энергетика, она тянется с вас. И вы знаете, чем дальше будет этот человек от вас, тем лучше вы себя будете чувствовать в прямом смысле этого слова. У вас самочувствие улучшается, вы, знаете, как, ну, полны сил, полны энергии. Вот сожаление, знаете, вот поймайте себя на мысли о том, что вообще нет никакого сожаления об этом человеке. Еще раз говорю, это может быть ваш близкий друг, может быть кто-то из родственников, может быть кто, ну там, не знаю, самые лучшие, добрые друзья, там, соседи, да, все может быть. Сожалений не будет.
к сожалению, не будет. А этот человек, мало того, он еще пострадает, я вижу, он пострадает, ну, пострадает, я не знаю, тут какая-то у него, тут и руки, и ноги, что-то у него такое будет, произойдет, что он пострадает. Пострадает, потому что не от кого больше ему подпитываться, не от кого больше набираться сил. И вот момент, когда вы этого человека выставите, для человека будет очень болезненный, потому что, ну, как знаете, вот отрезали вы его от себя. Человек привык, уже перестал свою энергетику вырабатывать, поэтому будет очень ему тяжело, либо ей. Так, тут еще другой момент. Тут идет момент, когда вы, теряя одного человека из своей жизни, приобретаете нового. Новый человек идет в вашу жизнь. Это настоящий искренний товарищ, друг, советчик, помощник. Прям человек, который с вами будет до конца. Человек-партнер, человек, ну прям в прямом смысле слова, самый лучший друг для вас будет. Разделит все с вами проблемы, трудности, будет вам помогать. Даже ценой каких-то своих неудобств он будет все равно вам стараться помогать. И я вижу, что вы этому человеку тоже очень будете помогать. Вы как будто бы растворитесь друг в друге. Это не любовь, да, в прямом смысле слова, что вы там влюбитесь, поженитесь. Нет, это именно дружба идет. Дружба настоящая. Причем может быть как с мужчиной, так и с женщиной. Тут гендера нету. Вы можете как дружить, так и... Вернее, вы будете дружить как с мужчиной, так и с женщиной. Смотрите, один человек уходит из вашей жизни с грязным ртом, с черным глазом, а другой человек, вот он с такой, знаете, с мордой собаки, да, которая ушки прижала, вы начинаете дружить. То есть два человека. Один уходит, другой приходит. Так. Событие очень необычное, да, и это причем произойдет как-то, вот я не знаю, может быть на одной неделе, либо в одном месяце, как-то вот события идут друг за другом, да, один уходит, тут же другой приходит, вот такой момент происходит. Так, еще момент, срочно, смотрите, срочного, я не знаю, тут идет покупка чего-то, срочная покупка, может быть даже недвижимости, может быть машина, недвижимость, какие-то предметы. Может, что, я не знаю, что-то большое идет. Может быть и дома, может быть и холодильник. Вы будете покупать вещь, которую давно искали, о которой давно думали и мечтали, но не получалось, не происходило. И тут на тебе счастливый случай, вам удастся приобрести очень, ну, как-то выгодное предложение будет, да, и вы приобретаете по выгодной цене. Прямо, знаете, как свою мечту приобретаете, да, даже может у кого-то и лучше, чем мечта оказаться. Так что, мои дорогие, знайте, что у вас будет замечательное предложение, замечательная возможность. Причем, так, знаете, как-то неожиданно резко все это произойдет. Кто-то отчаялся, кто-то уже не ждал, либо даже так, что вы уже с кем-то наметили одну сделку, и вот придется разорвать ту сделку и войти в новую. Вот такой момент происходит. Вы у меня вышли в центре. В центре я вижу, что у вас ручки вверх, ножки по сторонам, то есть вы будете чувствовать себя прекрасно. Мало того, у вас очень мощная вот поддержка от кого-то. Какой-то маленький человек вас очень сильно поддержит. Это может быть ваш ребенок, ради которого вы там живете, действуете, активничаете. Это может быть кто-то из ваших родственников. То есть вас кто-то очень сильно поддерживает. И как бы вы там, ни в каких бы вы отношениях не были, все равно знайте, что вы очень нужны и важны. Здесь у вас вышла луна, вернее месяц. И месяц, который говорит о том, что вы начнете прислушиваться к своей интуиции. Будут моменты, когда у вас будет такая ситуация, не у кого будет спросить, не с кем будет обсудить, и ваша интуиция будет вам самой лучшей подругой, наставницей и помощницей. Через интуицию вы получите очень много нужной и полезной информации. Здесь у вас вышла буква А. Буква А — это либо инициал, либо ваш, либо чей-то. То есть с этим человеком, либо с местом может быть связана ситуация, когда вы найдете там помощь и защиту. Вот такой момент идет: помощь и защиту вы получаете. Причем можете получить как и то, и другое. Знаете, это может даже, кстати, быть связано с какими-то государственными учреждениями, домами, либо организациями. То есть такой момент идет. Еще есть ситуация на работе у вас. На работе у вас идет момент того, что вам, ну, скучно, что ли, на работе, и вы начинаете
присматривать себе, может быть, какие-то другие варианты, либо дополнительные варианты. И знаете, благодаря этому у вас раскроется какой-то ваш давно дремавший в вас внутри талант и способность. И благодаря этому у вас жизнь тоже начнет меняться. По крайней мере, наполненность жизни, ресурсность жизни, она начнет расти. Здесь я вижу у вас с каким-то человеком будут разговоры, связанные с вашим продвижением. Возможно, с кем-то вы будете обсуждать деловые вопросы, может быть, бизнес свой открыть, либо какие-то дела, либо какие-то купли, продажи. То есть два человека, которые мечтают вдвоем, строят планы и много об этом разговаривают. Эта ситуация у вас будет происходить. Человек, как доверенное лицо идет. Я не буду говорить, что это какой-то ваш друг, товарищ, но человек, как доверенное лицо, который вам в этом помогает, дает очень хорошие, нужные, правильные советы. В семье в доме возможны ситуации того, что вам придется, я не знаю, мне что-то идет какая-то вот прям новая вещь, либо это переезд куда-то, может быть, поездки какие-то. То есть будут решаться вопросы очень сложные, вопросов несколько. Тут и как семейные в целом, всей семьи вопросы, так и вопросы ваших взаимоотношений в семье. Возможно, у вас какая-то ситуация в семье, которая уже там накалилась до предела, какие-то недопонимания между близкими людьми, какие-то постоянные могут быть споры, ссоры, негодования в сторону друг друга, да, там, не помогает никто, ничего никто не делает, да, все на вас висит. Я вижу, что вы долго молчали, но будет очень большой разговор, очень мощный разговор, где вы, как говорится, жару всем дадите, да, все поставите на свои места, всем раздадите задания, скажем так, да, и столкнетесь просто с какой-то странной ситуацией, когда люди вам скажут, что ж ты молчала, да, что ж ты раньше не говорила, мы-то всегда рады были там и помочь, и сделать, и 5-е, 10-е, даже ничего не говорила, все сама делала, мы думали, что это нормально, что все прекрасно, знаете, вот тут еще удивление будет у вас, поймайте такой момент. Так, по поводу стол, я вижу у вас стол, за столом есть люди, гости и много вкусной еды, то есть может у кого-то будет мероприятие, встречи, гости придут, да, вот как-то вот душевность какая-то будет. Может, кстати, это сбор родственников. Там тоже решится какой-то вопрос. Причем этот вопрос будет обсуждаться, но вы для себя примите какое-то решение. И знаете, благодаря этому жизнь начнет меняться. Начнет меняться очень, такая, знаете, вот прям колея пойдет у вас, удачи. Благодаря вот этому решению. То есть вы встанете на правильный путь. У вас идет очень мощный ангел-хранитель, который будет освещать вам путь. Кстати, вот ваш ангел, он указывает на этого не совсем хорошего человека, да? Вам ангел указывает, и ваш ангел, он направляет вас туда, направляет вас, знаете как, вы можете неожиданно для себя что-то услышать, узнать, прочитать, от кого-то что-то получить. Неожиданно, да? Момент неожиданности, и неожиданно вы меняете свои планы, свои действия. То есть это все ваш ангел вам таким образом помогает. Ангел будет вести вас и освещать вам путь, проведет вас от плохого человека к хорошему, приведет. На хорошего человека вам укажут. Будет такая ситуация, что именно вам вот этот хороший человек поможет, да, к нему прям подведут и скажут, вот этот человек будет тебя оберегать, тебе помогать и с тобой по жизни пойдет. Такой момент присутствует. Смотрите, для тех, кто одиноки, кто желает счастья в отношениях, пока на данный момент я вижу, что вы не совсем готовы. И у вас так, то пусто, то густо, да, как будто бы вы говорите, там мне никто не нужен, и в то же время, там буквально через несколько минут думаете, господи, где бы мне с кем познакомиться, да, я устала от одиночества. Пока ваше время не пришло, потому что у вас слишком штормит, да, слишком большая раздвоенность у вас идет, вы для себя еще не определились. У вас будет счастье, когда вас человек сам найдет. Ваш человек вас найдет сам. Он уже с вами на расстоянии нескольких месяцев. То есть совсем скоро этот человек сам в вашу жизнь войдет и с вами познакомится. Вот этот момент здесь очень четко описан. Так что не переживайте, знайте, что все будет хорошо. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.